Февраля 1924 года в Ленинграде в самом рассвете творческих сил скончался первый ученый-лингвист народа Саха Семен Андреевич Новгородов. Ему было всего 32 года. Обстоятельства его внезапной смерти, несмотря на официальный диагноз, что Семен Андреевич умер от острой уремии, вызывают недоуменные вопросы до сих пор. Вдова ученого-лингвиста Мария Новгородова позже в своих воспоминаниях напишет. Врач поликлиники Академии наук Вильям фон Смит поставил диагноз брюшной тиф. Видимо, эта ошибка в диагнозе оказалась роковой. У Семена Андреевича несколько дней держалась высокая температура, он впадал в забытье. К сожалению, тогда медицина не располагала такими чудодейственными средствами, как сейчас. Не были известны антибиотики, врачам не удавалось сбить температуру и облегчить состояние больного. Работа почек ослабевала. Как ни бились врачи, температура оставалась на высоких цифрах. 28 февраля Семен Андреевич потерял сознание и, не приходя больше в себя, скончался в этот же день в больнице. Цель необъяснимых ошибок врача, на чьем попечении были академики молодого советского государства, оказалась фатальной. Драгоценное время было упущено. Исследователи творчества ученого-лингвиста задаются вопросом: как мог такой опытный врач, как Вильям фон Смит, которому на тот момент было уже почти 45 лет, и безупречная служба за плечами, поставить ошибочный диагноз и не сделать первое, напрашивающееся действие для тяжелобольного – поместить Новгородова в больницу? Мы уже никогда не сможем получить ответы на эти вопросы, но мы можем рассказать о короткой, но яркой и чрезвычайно насыщенной на события жизни Семена Андреевича Новгородова. Жизнь, где воедино сплелись учеба в самом лучшем и престижном университете страны, нужда и лишение, плодотворная научная работа и большая светлая любовь. Наш фильм – это дань глубочайшего уважения человеку, который всей душой хотел помочь своей малой родине встать вровень с цивилизованными народами. С каждым годом, который все больше и больше отдаляет нас от тех времен, приходит осознание грандиозности, дерзновения молодого ученого, выходца из якутской глубинки. Вы видите уникальные кадры, снятые в 1926 году в столице Азербайджана, городе Баку, где состоялся первый тюркологический съезд. Короткометражный документальный фильм, который так и называется «Первый тюркологический съезд», был снят на фабрике «Асгоскино». На нем запечатлены члены делегации ЕССР, которые приняли активное участие в работе съезда. В состав делегации, возглавляемой видным государственным общественно-политическим деятелем Якутии Исидором Бараховым, вошли одни из основоположников якутской литературы – анимпадист Сафронов Алампа и Алексей Иванов Кюнде. По итогам съезда руководитель якутской делегации Исидор Барахов подготовил обзорную статью, которая в том же году была напечатана в журнале «Хозяйство Якутии». В ней, в частности, Барахов написал: одним из вопросов, который привлек наиболее пристальное внимание не только тюркских народностей, населяющих СССР, но и за границей, вне всякого сомнения, является вопрос об алфавите. Он не является единственным и даже самым главным пунктом повестки съезда, но имеет огромное культурное и общественное значение, ибо затрагивает широкие слои населения и поэтому вызывает более оживленные прения, чем другие вопросы. Вопрос этот был поставлен лишь в плоскости выяснения преимуществ латинского или арабского алфавитов. Итоги съезда мы знаем. Большинство его делегатов выступили за алфавит на основе латиницы. Якутская делегация, выражаясь современным языком, произвела в Баку настоящий фурор.
поскольку приехала на форум с газетами и журналами, уже издающимися на родном якутском языке. А ведь именно это, обсуждение алфавита младописьменных тюркских народов на основе латиницы, было одним из главных вопросов, ради чего и созывался съезд. Смеем предположить, что делегаты, которых было около 130 человек, в том числе из-за рубежа, заинтересовались историей создания якутского алфавита на основе латиницы и человеком, который его разработал. Наверное, участники форума спрашивали у членов якутской делегации, почему не приехал сам разработчик алфавита. Большинство делегатов, конечно, не знали, что автора первого якутского массового алфавита, ученого-лингвиста Семена Андреевича Новгородова, к тому времени уже 2 года не было в живых. Известный тюрколог, доктор филологических наук, профессор Евдокия Коркина так впоследствии отметила значение труда Семена Новгородова. В 20-е годы все тюркские, монгольские, а также многие младописьменные народы нашей страны перешли на латинизированный алфавит, которым они пользовались до конца 30-х, начала 40-х годов. Объективно получилось так, что начало Великой революции на Востоке было положено в Якутии реформой якутской письменности якутским ученым-лингвистом Семеном Новгородовым. Именно через новгородовскую азбуку состоялось первое массовое приобщение якутского народа к русской и мировой культуре. Всего на новгородовском алфавите до введения унифицированного новотюркского алфавита с латинской основой было издано более 200 книг, в том числе около 30 учебников и учебных пособий. Благодаря новгородовскому алфавиту якутский язык стал общеупотребляемым языком на всех официальных мероприятиях якутской автономии. Широкое использование родного якутского языка стало важнейшим и, главное, действенным средством культурного строительства в республике. Так, например, в Национальной библиотеке Якутии имеется напечатанный на новгородовском алфавите сборник нот, который называется «Саха Эрелларен Ноталара» – «Ноты якутских песен». В это уникальное издание, подготовленное первым студентом-якутом Московской консерватории Адамом Скрябиным, вошли 35 якутских песен. В том числе такие знаменитые и популярные и сегодня песни, как «Үрүн Туллук», «Ого-ого Эрдекке», «Тыгын Кырджигас Сагаттан» и другие. Сборник нот напечатан в 1927 году 2000-м тиражом. Как отмечают критики, якутяне одним из первых среди многонациональных республик Советского Союза издали сборник песен на своем родном языке с нотами. Они тем самым доказали мировой музыкальной общественности, что якутские мелодии, ранее считавшиеся не поддающимися европейской нотной записи, можно переложить на ноты. Представленные в сборнике песни были напеты самим Адамом Скрябиным, который принадлежал яркому кругу прогрессивной якутской интеллигенции того времени. Он, как и Семен Новгородов, был из плеяды первых. Создание якутской национальной письменности – вот задача, которую преследовал Семен Новгородов. Он оставил якутскому народу букварь и якутскую хрестоматию, которые напечатаны в Ленинграде новым новгородовским шрифтом и сейчас распространяются по улусам и на слегам Якутии. Новгородовский букварь будет памятником безвременно погибшему якуту, лингвисту Семену Андреевичу Новгородову. Этой транскрипции суждено было сыграть историческую роль в развитии якутской письменности. Она стала одним из мощных рычагов культурного возрождения Якутии. Якут, когда-то выражавший свои мысли и чувства путем писания символических фигур на дереве, на камне, на металлах, наконец получил знаки европейского письма, просто и ясно изображавшие ее родные звуки. Семен Андреевич Новгородов остался в памяти якутского народа как создатель первого алфавита массовой якутской письменности, носящего его имя и официально принятого якутским правительством в 1924 году. И это было действительно главным делом его жизни, которому он отдал много сил и времени. Для всех это просто алфавит новгородовской транскрипции.
Много лет прошло с тех пор, как я увидел его в первый раз, и до сих пор не могу без волнения видеть его. Этот алфавит открыл мне свет знания науки и определил навсегда мой жизненный научный путь. Будущий лингвист, востоковед родился 13 февраля 1892 года во втором хатылинском наследии Бутурусского улуса, который в настоящее время называется Балтагинским наследием Чурапчинского улуса. Это центральная часть Якутии, чей дореволюционный предшественник, Катукинская или Хаталынская волость, отражена еще в Ясачной книге 1633 года. То есть о наследии было известно уже спустя год после официальной даты вхождения Якутии в состав российского государства, когда енисейский казачий сотник Петр Бекетов основал Ленский острог, нынешний город Якутск. Наш наследник известен особыми климатическими условиями. Благодаря которым у нас всегда было разнотравье, и потому у нас истори разводили много крупного рогатого скота. Не случайно здесь во все времена жили зажиточные люди, у которых одних только коров было до 700 голов. Наследник во все времена славился трудолюбивыми, быстрыми, ловкими и сильными людьми. Наш герой был шестым ребенком в семье, где было 10 детей. Его родители, отец Андрей Александрович и мать Анна Николаевна, были состоятельными людьми. Всю жизнь занимавшиеся традиционным для якутов делом, они разводили коров. Родословная якутских семей, которую каждый род считает нужным тщательно изучить и передать по наследству, чем-то напоминает священное писание. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Многие якуты, изучавшие свою генеалогию, возводят ветвь родового дерева непосредственно к Элляю, одному из легендарных прародителей народа Саха. Родословная Новгородова не исключение. В роду Семена Новгородова были известные люди, оставившие глубокий след в истории Якутии. Исследователи утверждают, что его род восходит непосредственно к Элляю, а через несколько колен от него к менее легендарному Улу Удангса. Доподлинно известно, что в 10-м поколении от Улу Удангса жил богач Агаи, который после прихода русских в первой половине 17 века был крещен и наречен как Захар Новгородов. Вот он-то и является тем предком Семена Новгородова, от которого его родословная прослеживается уже документально. Бес Аллахтен эти чинчиячилер этелер, онтон бу нергайы бай диентен кичи диентерюс. Бу бага онна кучи диеннер баллар. Мантан жеме бу сах история тигер кирбет элбактах тыллар жоннор кутуя бай онна агайы бу баллар. Агайы буллана бу нючала калбиттеринген христианский итагалылан Новгородов тен атыр бут. Ата буллана Захар диен бит. Не все родные братья и сестры Семена Андреевича оставили после себя потомство. Тем не менее, род Новгородовых разросся и дал немало известных всей республике людей. Среди них, например, здравствующий ныне народный писатель Якутии Семен Тумат, который очень многое сделал для увековечения памяти первого ученого-лингвиста народов Саха.
Seven Andrews Nongorodav otan birge töröbüttere ana diyen ulahan kız törüyor. Ol kenitten iki bokkoyalar. Ulahan bokkoya, kıra bokkoya diyen. Ondan semen. Ol kenitten kim öndüre kenitten iki hıl balız. O ona Uliana diyen kız. Onu da kenilerden bilgin iti eter bollaha bu anattan eme bu sahan orotugar bilgin bar içattarıta kenilerden bar üleli hamne heccerite sahan orotne huriyachete semen тумат попоп. Семен Тумат продолжает линию Анны Андреевны, родной сестры Семена Новгородова. Коркина, ona korkin nekenti semya kadar uçuta barete. Ondan bu ikiz bokkoyattan, kıra bokkoyattan iki oturamran kıra daktarın ölbütter. Öbete ondan ja teter kurdek semen keler. Алаас в Якутии – это нечто большее, чем просто, как сказано в справочниках, природный территориальный комплекс озер и лугов, представляющий собой уникальную экосистему. Алаас для якутов – это символ малой родины, нечто сокровенное, перед чем преклоняются даже якуты, все время прожившие в горах, тундре или городах. Счастлив человек, который может с гордостью сказать, что он уроженец какого-нибудь конкретного Алааса, и при этом перед каждым саха встает его образ. От крохотного как блюдца и до огромного легендарного, объехать верхом который требует немало часов. В Якутии нет безымянных сиротливых алаасов, если даже они затеряны в самой глухой таежной чаще. Семену Новгородову повезло, у него с детства был свой алаас, куда он всей душой стремился, когда учился в Якутске, а потом и в Санкт-Петербурге. Перед нами алаас, который называется Чуорай-Та. Это родовое имение Новгородовых. На южной стороне алааса находился так называемый Саилык – летнее жилище. А теплый капитальный балаган, куда на зимовку перебирались родители Семена Андреевича, был в западной части алааса. Летнее и зимнее перемещение из одного жилья в другое было обычным для якутов явлением. Семен Андреевич, как только приезжал с Якутска или Петербурга, первым делом шел к кургану, расположенному посередине родного Алааса. Он всегда проводил там много времени, читал книги, размышлял. И он всегда возвращался оттуда отдохнувший, одухотворенный. Его родной брат Андрей Андреевич Новгородов тоже любил бывать на этом кургане. И он, когда женился, то первым делом свою жену Софью Егоровну привел на этот курган любимого Алааса. Однажды Анне Николаевне, матери Семена Андреевича, приснился тревожный сон, будто в восточной части их Алааса появился жеребец белой масти. Он понуро стоял и смотрел на Анну Николаевну печальными глазами. У старушки тревожно забилось сердце. Предчувствия ее не обманули. Буквально на следующий день из Петербурга пришло известие о том, что умер ее сын Семен. Этот Алаас – священное для Новгородовых место, их родовое гнездо. До революции грамотность среди якутов, составлявших 87% всего населения Якутской области, едва достигала 0,7%. В крупнейшем Батурусском улусе Якутии работали лишь 2 начальные школы с 3 учителями и 1 маленькая участковая больница. Андрей Александрович, отец будущего лингвиста, немного владел грамотой и научил своего сына читать книги на церковнославянском языке. Но первым его настоящим домашним учителем стал псаломщик балтагинского наслега Андрей Винокуров. Именно он, когда Семену было 10 лет, научил его писать и читать на русском языке и первым арифметическим действиям. Все отмечали любознательность и особую тягу к знаниям маленького Семена. И родители решили продолжить его обучение. По решению родителей он начал посещать частную школу в Чурапче полицильного Ивана Циценко. Народоволец Иван Циценко
Бывший студент Санкт-Петербургского университета прибыл в Якутскую область в 1888 году в возрасте 27 лет. Он открыл в Чурапче частную школу, в которой обучались и одновременно жили до 10 ребятишек. В этой частной школе Семен Новгородов проучился 2 зимы. Осенью 1905 года Новгородов решил продолжить учебу в Якутском реальном училище. В начале 20 века в Якутске имелось при средних учебных заведениях реальное училище, духовная семинария и женская гимназия. Реальное училище было открыто в 1890 году на базе классической прогимназии. В нем ежегодно обучалось не более 20-30 якутов. Училище давало довольно серьезные и глубокие знания по математике, физике и естествознанию. Значительное количество часов отводилось русскому языку и литературе, иностранным языкам и истории. В училище обучались 7 лет и получали среднее образование. Окончившие его имели право поступления в высшие технические, сельскохозяйственные, коммерческие учебные заведения и на некоторые факультеты университетов. В 1905 году, выдержав вступительные экзамены, Новгородов поступил в Якутское реальное училище, которое окончил в 1912 году. С первого курса он проявил себя хорошим учеником. Ведомость об успехах поведения, прилежании и внимании учеников реального училища за 1905-1906 учебные года показывает, что Семен Новгородов был очень способным учеником. Педагогическим советом училища Новгородов был переведен в следующий класс с похвальным листом 1 степени. Семен Новгородов, жадно впитывающий не только знания, но и все увиденное и услышанное, не мог находиться в стороне от событий, происходящих в столице области. Он сразу окунулся в общество демократически настроенной молодежи, которыми были ученики старших классов реального училища. Семен Андреевич, будучи студентом 1 курса, в декабре 1913 года выступил на Всероссийском съезде народных учителей и учительниц в Санкт-Петербурге. В качестве участника съезда на заседании инородческой комиссии он прочитал доклад на тему «Краткие сведения о якутах, их школы и их право на образование». В своем докладе он делает смелое для того времени требование о необходимости создания якутской национальной школы с обязательным обучением детей на родном якутском языке. Кроме того, он поставил вопрос о выделении средств на издание якутских учебников и выразил неудовлетворенность имеющимися учебными пособиями и руководствами. Одновременно Семен Андреевич изложил свои педагогические мысли. В частности, о сущности обучения детей на родном языке в тесной связи с историей и культурой местного населения. Напомним, что на тот момент будущему лингвисту было всего лишь 21 год. Его активная жизненная позиция по отстаиванию интересов своего народа молодой якутской автономии пригодилась не раз. Например, в 1921 году Якутский губернский съезд ревкомов избрал его делегатом 9-го Всероссийского съезда Советов в Москве. Каждый из учителей Семена Андреевича внес свой заметный вклад в становление его как личности. Повлиял на выбор его будущей профессии. Иван Циценко, учивший Новгородова еще в Чурапче, наверное, немало ему рассказывал о прекрасном городе Санкт-Петербурге. Но самое большое влияние на выбор профессии повлиял другой его наставник, с которым Новгородова судьба свела уже в Якутском реальном училище. Это был сосланный в Якутию революционер-народоволец Всеволод Ионов. Всеволод Михайлович 7 лет прожил в Татинском Улусе, женился на якутке, учил детей в своей частной школе, записал и собрал образцы якутского фольклора. Впоследствии он был признан одним из первых лингвистов-якутоведов, этнографов и фольклористов. Всеволод Ионов был одним из организаторов в Якутии легальных печатных органов. Не случайно, что и Семен Новгородов начинает сотрудничать с периодическими изданиями. Впоследствии подобная работа становится для него нормой. Новгородов принимал участие в создании первого общественно-политического и литературно-художественного журнала на якутском языке «Голос Якута», выходившего в 1912-13 годах.
На страницах журнала он напечатал свои записи и несколько обработанных им народных песен. Песня о лете, песня о реке Тати, песня про голодный год, стихотворение «День до ночь», «Сутки прочь». Таким образом, Новгородов уже тогда начинает записывать и собирать якутский фольклор. Именно во время записи произведений устного народного творчества Семен Андреевич столкнулся с тем, что ни один из существующих на тот момент алфавитов не передает в точности богатства якутского языка. Не зря профессор Евдокия Коркина так и напишет в своем научном труде. Семен Новгородов со старших классов реального училища начинает испытывать критическое отношение, неудовлетворенность существующей якутской письменностью, основанной на русском алфавите. Похоже, что с тех самых пор Семен Новгородов начал задумываться над необходимостью создания новой, более удобной и доступной для приобщения к грамоте широких масс якутского населения письменности. Записи фольклорных произведений он уже в те годы производил не на русском, а на своем смешанном алфавите, состоящем как из русских, так и из латинских букв. После успешного окончания реального училища в 1912 году Новгородов недолго работал в Еловской начальной школе Якутского округа, откуда он переводится в город Вилюйск, где преподает до конца учебного года. Сегодня известно, что будущий лингвист свое образование хотел продолжить сразу после окончания училища, но ему помешало отсутствие денег. Хотя родители Новгородова были весьма состоятельными по якутским меркам людьми, но у них все-таки было 10 детей, не считая многочисленной родни, которых они содержали. Не имея средств для продолжения своего образования по окончанию реального училища, поступил в 1912 году на работу учителя, выписав предварительное пособие к изучению латинского языка. За зиму прошел латынь, сберег 140 рублей, дорога до Питера отняла у меня 130 рублей. С 10 рублями в кармане оказался студентом арабско-персидско-турецко-татарского разряда факультета восточных языков Петербургского университета. Поддержка добрых людей, отчасти родителей и учителей дала мне возможность окончить академический курс. В числе добрых людей, которые оказали содействие Семену Андреевичу при поступлении и дальнейшей учебе в Императорском Санкт-Петербургском университете, был и знаменитый губернатор Якутской области Иван Крафт. Он поддержал прошение Новгородова. В своей резолюции он написал, что Семен Андреевич показал отличную учебу в Якутском реальном училище, и если сейчас помочь молодому перспективному человеку, то в будущем он принесет родному краю много пользы. Губернатор как в воду глядел. После того, как в 1913 году Крафта перевели в Красноярск, работу продолжил его заместитель. Новгородову и еще одному якутянину была назначена стипендия. Итак, наш герой поступил на Восточный факультет Санкт-Петербургского университета, который за все время своего существования, то есть начиная с 1821 года, 14 раз менял свое название. Будущему якутскому лингвисту повезло. Он переступил порог университета, когда тот еще носил свое гордое первоначальное название – Императорский Санкт-Петербургский университет. В то время это один из крупнейших университетов мира, где на 4 факультетах училось около 10 тысяч человек. Факультет восточных языков, куда поступил Семен Новгородов, был открыт в 1855 году. Преподавание всех тюркологических дисциплин было сосредоточено на кафедре турецко-татарского языка. Трудами ученых-тюркологов, работавших на факультете, был внесен ценнейший вклад в русское востоковедение, заложивший наряду с трудами тюркологов других востоковедных школ – Москва, Казань. Основы научной тюркологии, которую по праву называют русской классической тюркологией. Семен Андреевич Новгородов поступил на факультет восточных языков. В 1913 году факультет просуществовал в том виде до 1919 года. 13 сентября 1919 года факультет был
Во-первых, был учрежден новый университет, первый Петроградский, так называемый университет, на котором вот по указу, специально был указ Совнаркома от 13 сентября 1919 года, согласно которому факультет восточных языков объединяется с историко-филологическим и юридическим факультетами университета и с учреждением нового факультета, факультета общественных наук. И вот по моим сведениям, ну и как можно, скажем так, с большой долей вероятности предположить, что именно этот факультет Семен Андреевич Новгородов и закончил. А точнее, он закончил этнолого-лингвистическое отделение этого факультета. Таким образом, он был выпускником этнолого-лингвистического отделения факультета общественных наук Петроградского университета. Да, ну и еще об этом мы скажем чуть позже, я, наверное, скажу. Вот. Что касается вот начала его учебы. Ну вот, как вы знаете, он поступил первоначально на арабо-персидско-турецко-татарский разряд в 1913-14 году. А затем 2 учебных года, вот по моим сведениям, 1915-1916 и 1917-1918 года обучался по монголо-маджуро-татарскому разряду. Можно показать, вот даже вот удалось найти расписание, такой образец расписания занятий на факультете восточных языков, вот как оно выглядело в то время, вот в 1914-15 учебном году. Вот здесь как раз вот эти вот курсы и присутствуют, о которых я говорил. Якутянам было приятно узнать, что на факультете, где в свое время учился Семен Новгородов, знают и помнят о нем. По нашей просьбе доцент кафедры тюркской филологии Алексей Пылев разыскал архивные документы факультета. В них, в частности, есть свидетельство того, какие предметы изучали тогда студенты. Вот когда Семен Андреевич поступил на монголо-маджуро-татарский разряд. В то время, соответственно, он был студентом 3-4 семестров и слушал следующие курсы. Монгольский язык, опять же, прежде всего. История, значит, читал приват-доцент Руднев. История Востока. В то время историю Востока уже читал Николай Иванович Веселовский. Причем это были 2 курса, вот удалось выяснить. Древнейшая история западной части Средней Азии до арабских завоеваний и древнейшая история Северо-Восточной Азии до времен Чингисхана. То есть вот это так древняя, ранняя средневековая история Центральной Азии. Кроме того, история Китая также был обязательный курс. Его читал приват-доцент Любимов. Преподавался также маньчжурский язык, занятие по которому вел приват-доцент Вячеслав Леонидович Котвич, вот, известный монголист в дальнейшем. И также преподавался турецко-татарский язык. Общее название курса было турецко-татарский язык. Его, как я уже говорил, занятия по нему вел в то время Александр Николаевич Самойлович, будучи приват-доцентом. Причем вот удалось выяснить, что из всех вот частных курсов, которые входили вот в общее понятие турецко-татарский язык, в то время Александром Николаевичем Самойловичем читался курс османского языка с грамматическим разбором текстов. То есть грамматика османского языка, которую сам Александр Николаевич и создал.
Кроме преподавателей, которых перечислил наш собеседник, доподлинно известно, что Новгородов учился у таких корифеев языковедческой науки, как академики Василий Радлов, Лев Щерба, профессора, позже члены-корреспонденты Академии наук СССР Бодуэн де Куртене и Сергей Малов, профессор Евгений Поливанов и другие. Вот у таких великих тюркологов учился Семен Новгородов. И неудивительно, что, перефразируя Ньютона, он видел дальше других, поскольку стоял на плечах гигантов. Преподаватели ценили Семена Андреевича как талантливого студента, и многие из них после университета продолжали поддерживать с ним теплые отношения, состояли с ним в переписке. Заметим, что Новгородов с молодых лет состоял в переписке со многими видными людьми своего времени. В Санкт-Петербурге Новгородов с головой уходит в учебу. Начиная со 2-го курса он переходит на более близкий к избранной им специализации монголо-маньчжуро-турецкий разряд Восточного факультета. Занимается с большим прилежанием. Наряду с усвоением учебного материала успевает постигать секреты научно-исследовательской работы, о чем свидетельствуют его научные командировки. Летом 1914 года Новгородов по заданию Русского комитета по изучению Средней и Восточной Азии в Татинском улусе Якутии собирает объемный фольклорный материал. Летние каникулы 1915 года Новгородов проводит уже в Уфимской губернии, где проходит разговорную практику по татарскому языку. Тем же летом будущий лингвист собирает материал по устному народному творчеству тептерей, группы населения, живущего среди башкир. Летом 1916 года я был командирован факультетом восточных языков Петроградского университета для усовершенствования и наблюдения в области родного мне якутского языка. В результате моих полуторагодичных наблюдений появилась статья к вопросу о говорах в якутском языке, представленная мною на факультет в конце 1917 года через профессора Александра Самойловича. Зиму 1916 и 17 годов Новгородов был вынужден провести на родине. У него тяжело заболел отец. Здесь он преподает в высшем начальном училище города Якутска. Помимо этого, дает частные уроки. Осенью 1916 года в местных газетах Новгородов публикует большую патриотическую статью «Основные задачи якутской интеллигенции» и рецензию на краткий русско-якутский словарь Эдуарда Пекарского. Весть о падении царизма в февральские дни 1917 года Новгородов встречает с большим энтузиазмом. Он пишет о том, что народ надеется, что будет создан государственный строй, основанный на самых широких демократических началах, вполне обеспечивающих самобытное процветание отдельных племен и национальностей, населяющих необъятную Россию. В марте 1917 года проходит так называемый Первый свободный съезд крестьян-якутов. Новгородов выступает с докладом о необходимости издания якутского букваря, подготовленного Всеволодом Ионовым. До этого тот разрешил Новгородову издать рукопись своего букваря, но уже составленном к тому времени новом новгородовском алфавите. Съезд принял предложение Новгородова. Были изысканы средства на издание букваря, названного Сахалы-Сурук-Бичик. Вдохновленный Семен Андреевич всю весну и лето 1917 года был занят работой по переработке и изданию этого букваря. Большую помощь ему оказал педагог Николай Афанасьев. Так Новгородов впервые практически опробовал в данном букваре созданную им новую якутскую письменность. 4 сентября 1917 года, то есть 100 лет назад, в Якутске вышел из печати первый якутский букварь Сахалы-Сурук-Бичик. Тираж букваря 4000 экземпляров. Букварь составлен по образцу учебников Константина Ушинского и Льва Толстого. Обучение детей начинается с буквенного, звукового и слогового анализа слов. Для этого авторы тщательно подобрали простые, доступные детскому восприятию слова. Букварь представлял собой первую печатную книгу, которая знакомила якутских детей с литературой и фольклором, с научно-опознавательными рассказами о природе на родном языке.
При своем несовершенстве это был первый в истории букварь, положивший начало обучению детей на родном якутском языке. Выход первой национальной азбуки явился большим культурно-историческим событием в жизни почти поголовно неграмотного якутского народа. Кроме того, она послужила первым практическим опытом для других народов Сибири и Дальнего Востока, также стремившихся создать свой алфавит. Как видно из воспоминаний научного руководителя Новгородова-востоковеда, академика Александра Самойловича, в связи с вопросом о новом алфавите Новгородов находился в устных и письменных отношениях с представителями ряда восточных народов, и его работой по алфавиту интересовались не только одни якуты. Вот мы и добрались до главного, ради чего Семен Новгородов прожил свою жизнь. В университете Новгородов еще больше убеждается в мысли о необходимости разработки более удобного для массового применения якутского алфавита. Напомним, что к тому времени якутская письменность была на основе кириллицы. За время своего существования она несколько раз меняла свою графическую основу и неоднократно реформировалась. Во время учебы Новгородов осваивает общую лингвистическую теорию, изучает родственные якутскому тюркские, а также монгольские языки. Наряду с этим он пытливо продолжает изучать существующие системы письма. Новгородов все это время размышляет, какую из них можно было бы использовать для создания якутской массовой письменности. Его внимание привлекает международная фонетическая транскрипция, разработанная французским профессором сравнительного языкознания Полем Пасси. Она ему представляется весьма удобным, почти идеальным как в научно-теоретическом, так и в техническом отношении письмом, чем он объясняет ее широкое применение во многих языках. Он все более склоняется к мысли, что именно ее надо положить в основу новой якутской письменности. Возникает вопрос, почему Новгородов стремился создать новую письменность для якутов на новом, неизвестном им доселе латинском алфавите, тогда как пусть и небольшая, но вся дореволюционная якутская письменность пользовалась русским алфавитом. Но Семен Андреевич Новгородов, будучи молодым человеком, очень молодым в это время, в 17 году, стал говорить о том, что это все не подходит. Это неправильно отображает якутскую фонетику, якутские звуки, собственно, звучание якутской речи. И кроме того, конечно, вот я хочу немножко предложить, какие, собственно, недостатки он видел в двух вот этих транскрипциях, и в бётлинговской, как мы говорим, и в хитровской. И он писал о том, что главным недостатком транскрипции Бётлинга является их неоспоримое техническое неудобство, обусловленное чрезмерным обилием настрочных знаков. Действительно, умляуты, вот эти вот как бы специфические очень знаки, которые ввел, очевидно, Бётлинг, например, для звука «дж», у него был свой какой-то знак, который в тех условиях, ведь Новгородов, я говорю, он мыслил как-то очень масштабно. Он понимал, что рукой, конечно, можно написать, но если переводить все это на как бы типографские, да, на типографию, создавать книги, печатать книги, а для этого, собственно, и нужна была письменность, конечно, пользоваться бётлинской транскрипцией было неудобно. Именно из-за того, что было очень много надстрочных знаков, и эти знаки, эти знаки замедляют процесс писания. Все это ведет к многочисленным ошибкам при письме, чтении, наборе, корректуре. И при печатании надстрочные знаки часто стираются, вследствие чего возникает большое количество опечаток в печатных изданиях, и действительно читать это не очень удобно. Кроме того, он, конечно, выступал против и вот этой русской на основе кириллицы, созданной хитровской транскрипции. И почему? Потому что он, конечно, говорил о том, что хитровская азбука была приспособлена исключительно к русскому читателю, доказательством чего служит графическая сторона всех знаков. Чисто славянские фонетические ассоциации, связанные с каждой отдельной графемой. В созданном Новгородовом алфавите не было заглавных букв, диакритических знаков и знаков препинания, что, по его мнению, должно было сделать алфавит более удобным для быстрого письма. Его письменность должна была быть строго фонетической, как слышится, так и пишется. Летом того же года якутские национальные и общественные организации обсудили алфавит Новгородова и положительно отозвались о нем. Как мы уже отметили, в сентябре 1917 года на этом алфавите вышел первый букварь. В
В 1922 году в Якутске был выпущен второй якутский букварь, составленный под руководством Новгородова. «Бастангы Сурук Бичик». Переработанное издание Ионовского букваря 1917 года. В том же 1922 году постановлением Совнаркома Якутской АССР в школы республики в качестве предмета был введен якутский язык. А в 1923 году в Петрограде были отлиты новые якутские шрифты по его алфавиту. В том же году в Петрограде вышли якутский букварь Сурук-Бичик и книга для чтения Агар-Кинеге. Оба учебника изданы государственным издательством РСФСР тиражом 5000 экземпляров каждый. С конца 1923 года на новгородовском алфавите стала выходить республиканская газета «КМ». С октября 1928 года молодежная газета «Хуттугуй Чат». С октября 1926 года журнал «Чолбон». Так юноша из якутской глубинки добился главного дела своей жизни. В первые 10 лет существования новгородовского алфавита было издано более 200 книг, в том числе около 30 учебников и учебных пособий. Благодаря новгородовскому алфавиту якутский язык стал общеупотребительным языком на всех официальных мероприятиях якутской автономии. Несмотря на всю существующую и тогда, и ныне критику, с высоты сегодняшнего дня мы понимаем, что это был титанический труд, лингвистический подвиг. Транскрипция Новгородова в течение 8 лет была величайшим орудием культурной революции среди трудящихся масс неграмотной, отсталой Якутии. Наш первый лингвист Семен Андреевич Новгородов, зная родственные нам тюркские языки, сумел вполне ясно определить особенности якутского языка. Деятельность Новгородова должна считаться тем благоприятным фактором, который дал мощный старт формированию в развитии якутского литературного языка. Кроме того, он внес свой личный вклад в зарождение важнейших основ функциональных и структурных элементов литературного языка. Еще хочу сказать, что языкознание вообще в то время находилось только лишь на таком вот начальном этапе понимания того, что речь и язык — это не одно и то же. И вот удивительно, вот в его воспоминаниях, а я нашла действительно именно его слова, да, то есть в предисловии к своему букварю он очень много, да, как бы своих мыслей оставил. Он уже начинает он именно различает язык и речь. Он начинает понимать и начинает использовать такие термины, как фонема, графема. Это сегодня немногие лингвисты этим пользуются, я могу сказать честно. Многие не понимают разницы между фонемой и звуком, между графемой и буквой. Да? А Семен Андреевич, в начале, только можно сказать, 20 века, причем живя в такие достаточно сложной политической такой ситуации, да, переезжая из Якутска в Санкт-Петербург, находясь постоянно в каких-то таких лингвистических командировках, занимаясь и общественной жизнью очень, да, вот он понимал еще суть вот такую лингвистическую. И это тоже говорит о его необычайном кругозоре. Жизнь лингвиста и до того чрезвычайно насыщенная. После создания алфавита спрессовалась в одну нескончаемую вереницу событий, из которых трудно выделить что-то второстепенное для Новгородова. Он всему отдавался со страстью всей своей неуемной натуры. Наряду с основной работой по подготовке и изданию якутских учебников Новгородов в течение 2 лет принимал участие в составлении фундаментального словаря якутского языка Эдуарда Пекарского. Только освободившись от издания учебников, он возобновил занятия в университете и в 1923 году закончил его. Осенью 1923 года был зачислен научным сотрудником Института сравнительной истории и теории литературы языков Запада и Востока. Он привлекался Народным комиссариатом по делам национальности для участия в создании письменности для других сибирских языков, в частности горно-алтайского и шорского. В феврале 1922 года вместе с Максимом Амосовым был введен в якутское представительство при Наркомнаци. В том же году работал в составе комиссии по определению границ новой автономной республики и выработке положения о Якутской АССР.
Но главным его призванием все-таки была лингвистическая работа. По итогам моих исследований у меня сложилось ощущение, что наши первые образованные люди, сообщество наших первых интеллигентов, заранее решили распределить, кто чем будет заниматься. Парадоксальное, на первый взгляд, мое решение обосновывается на том, что общество Саха-Амук изначально распределило между своими членами их функциональные обязанности. Например, по всем протоколам видно, что все вопросы, связанные с печатью, языковой политикой, новой транскрипцией, общество давало задание Семену Новгородову. Из этих же документов видно, что фольклорные вопросы, связанные со сбором материалов устного народного творчества, члены общества распределили между Алексеем Кулаковским и аниподистом Сафроновым. И так по всем другим вопросам. Именно здесь, в городе на Неве, Семен Новгородов встретил свою будущую жену, любовь, которая зарила остаток его короткой жизни. Я поступила на арабское отделение. И в первые же дни учебы познакомилась с Семеном Андреевичем Новгородовым, учившимся на монгольском отделении. Первая наша встреча произошла так. Однажды я невольно остановилась возле группы лиц, центром которой был невысокий смуглолицый человек со смолено-черными волосами. Мне очень захотелось узнать, о чем он ораторствует с таким жаром, с такой убежденностью. Оказалось, он говорил своим собеседникам об одной лекции, которая мне, признаться, показалась довольно сухой. Некоторые лекции студенты арабского и монгольского отделений слушали совместно. Семен Андреевич стал часто заходить ко мне. Обычно он был оживлен, жизнерадостен, захвачен интересами, которые были так важны для него. И если у меня в это время был кто-нибудь из приятельниц или знакомых, это ничуть не смущало и не огорчало его. Люди ему никогда не мешали. Все наши знакомые, далекие от востоковедения, слушали его с большим вниманием, зажигались его убежденностью и энтузиазмом. Когда мы бывали с Семеном Андреевичем вдвоем, он все чаще стал мне рассказывать о своей родине, далекой Якутии. Мадемуазель, к сожалению, я должен уехать в Москву завтра вечером и покинуть вас на несколько дней, и, возможно, даже надолго. Это приводит меня в отчаяние. Неудивительно, что теперь мое сердце обливается кровью. Я потерял свою силу и жизнь, и моих друзей и живость. Но у меня есть гордость, что заставляет меня думать о моем таланте. Я вам предлагаю эти стихи от всего сердца. По вашему усмотрению, если вы их сохраните, сделайте мне одолжение. Однако, я надеюсь, что с Божьей помощью, или, как мы якуты говорим, с помощью Всевышнего, я вернусь в Санкт-Петербург, который стал для меня таким дорогим. Я выражаю вам искреннюю благодарность за ваш прелестный прием и за вашу доброту. Надежда скоро вернуться придает мне силу и радость жить. Будьте любезны, мадемуазель, принять мою самую искреннюю признательность и передать вам мои самые наилучшие пожелания. Преданный и признательный вам Семен Новгородов, сын Андрея. В один прекрасный день, прямо и дружески глядя мне в глаза, Семен Андреевич сделал мне предложение. Хотя я, конечно, ждала этого объяснения, но все-таки мне показалось неожиданными его горячие, искренние слова, его настойчивая просьба поторопиться с ответом. Помнится, я смущенно сказала ему, что нам не следует спешить. Он принял мой ответ спокойно и весело. Он верил в конечную победу. Наши дружеские встречи продолжались. Причем он изредка напоминал мне, что ждет по-прежнему ответа. «Так вы решились, Маечка?» Он часто называл меня Майей, Маечкой, объясняя это тем, что Майя – привычное ему для слуха имя. На его родине это одно из любимых женских имен. Голубушка моя прекрасная, Мария Соколица ясная, послушай речь мою прощальную. Я прожил жизнь свою печальную. С тех пор, как, получив согласие, или точнее полусогласие, на весть благую из Россиюшки,
в далекую тайгу Сибирюшки. И он получил мое согласие. Мы с сестрой жили в то время в небольшой комнате, и мне не приходило в голову устраивать многолюдную пышную свадьбу. Друзья настояли на том, чтобы на свадьбы могли собраться все наши друзья, и предложили устроить свадьбу в гостеприимной квартире вдовы академика Маркова. И вот наступил этот день. В те трудные времена, когда люди науки жили еще, отказывая себе во многом, не были в моде дорогие подарки, и никто не думал об этом. Мне было подарено белое платье и огромный благоуханный букет. Я была счастлива, получив эти прекрасные дары. Из Москвы к Семену Андреевичу приехал его друг и земляк Кузьма Осипович Гаврилов. За роялем сидел сын академика Николая Яковлевича, Марра Юрий Николаевич. Было весело, танцевали, шутили. Семен Андреевич, сияющий, полный жизни, оживлял общество своими шутками, остроумием, открытой радостью жизни. Среди веселья и радости никто не мог подумать, что герой дня, этот жизнерадостный, улыбающийся человек, сгорит через какой-нибудь год. Перед тобою мне плакать не стыдно, ласку твою мне принять не обидно. Дай мне отраду объятий родных, дай мне забвение страданий моих. Нет во мне творящего искусства, но кипит во мне живая кровь, торжествует мстительное чувство. Дорогая, теплится любовь. Меня он иногда спрашивал: а когда нам придется поехать в Якутию, ты не будешь грустить о своем городе, Майя? Тебе не страшно, что когда-нибудь тебе придется уехать далеко отсюда, от твоих родных мест, от благоустроенного города, от этой мягкой теплой зимы? Я отвечала ему: мы поедем, когда это будет нужно. Ну, дорогая матушка, женился я все-таки к 31 году своей жизни. Ранее полагавший, что женюсь на якутке, женился на русской. Огорчишься, наверное. Она, говорю тебе, без всякого подстрекательства, всей моей родне низко кланяется, а тебя просто боготворит. Летом следующего года она согласна поехать со мной, а уже нынешней осенью я начну учить ее якутскому языку. Матушка, как было бы здорово, если бы ты к приезду невестки приготовила и встретила нас кумысом. А до той поры береги себя, не хворай. Мы с мужем жили в небольшой комнате на 7-й линии. С нами жила моя сестра Ольга. Я ждала ребенка и поневоле оставила свои занятия в Институте живых восточных языков. Мой муж по-прежнему работал вместе с Эдуардом Карловичем Пекарским над словарем. Семен Андреевич работал много, напряженно, только в воскресенье мы отдыхали вместе. Жили мы более чем скромно в это время. Ни у кого из нас, ни у мужа, ни у меня, ни у моей сестры Ольги не было зимнего пальто. Скромное питание и трудности быта ничуть не огорчали Семена Андреевича. Мы были молоды и относились к этому довольно легкомысленно. Его тревожило только то, что я ожидаю ребенка. Мне было нужно, как сказали врачи, усиленное питание. Когда я заболела, Семен Андреевич достал из своего чемодана небольшой сверток. Там был сахар, который он собирался послать в Якутию своей матери, о которой он всегда говорил тепло и задумчиво. Сейчас же он сказал: «Мама подождет, Майя. Мы ей потом пошлем. Нам нужно достать лекарства для тебя и витамины, и яблоки, как сказал врач. Поэтому мы пока продадим этот сахар». В Петербурге на 7-й линии Васильевского острова на берегу Невы стоит небольшой скромный дом, который коренные петербуржцы знают как дом академиков. Наверное, нигде в мире нет такого дома, где бы в разные годы проживало столько научных светил мирового масштаба. Среди них первый русский нобелевский лауреат, физиолог Иван Павлов, геохимик и минералог, один из основоположников геохимии, академик Александр Ферсман, ученый-петрограф, академик Франц Левинсон-Лессинг, математик, один из основоположников кибернетики Алексей Липунов, первый русский электротехник Василий Петров и другие замечательные люди, составляющие гордость страны. На стенах этого дома 27 мемориальных досок. Жил в этом доме Семен Новгородов, мальчишка из якутской глубинки, ставший первым ученым-лингвистом народа Саха.
Квартиру в доме академиков они с женой Марией Павловной Новгородовой в девичестве Фелицыной получили в начале 20-х годов, как сотрудники Академии наук молодого советского государства. Дочь Новгородова родилась 8 марта 1924 года, спустя всего лишь неделю после смерти отца. Семен Андреевич трепетно ждал ее рождения, но так и не успел увидеть дочь, которую назвали Еленой. Детство мое прошло без отца. Я часто думала о нем, постоянно просила маму рассказать, какой он был, как они познакомились. Мне, конечно, очень его недоставало. Но мама с тетей Олей восполняли мою потребность в любви, и иногда мне даже было странно смотреть в их глаза, потому что там отражалась слишком большая любовь, которой я не заслуживала. Ведь мама после смерти отца не посмотрела ни на одного мужчину. Так она его любила и создавала в доме ощущение полной семьи, заменяя мне и отца. Елена Семеновна пошла по стопам отца и достойно продолжила его работу, посвятив всю свою жизнь изучению языков. Она получила 3 высших образования в Якутске и Ленинграде и до самого преклонного возраста работала доцентом кафедры немецкого языка Санкт-Петербургского государственного университета имени Пушкина. Она поддерживала самые тесные связи с Якутией, писала статьи по якутскому фольклору, плодотворно занималась переводческой деятельностью. Одной из ее последних работ является перевод на немецкий язык поэмы Сергея Зверева «Сказание о Москве». Она никогда не видела отца, но светлую память о нем, любовь к 2 городам, Якутску и Санкт-Петербургу, пронесла через всю свою жизнь. 2 родины живут у нас в душе. Цветущий летний снится нам Алас, разлив безбрежной лены по весне, и зимний слепящий нас яркий снег. И Петербург нам дорог, и Нева, из сердца рвутся добрые слова. Из Петербурга шлем в Якутск привет, роднее города для нас ведь нет. Но Петербурга величавый вид, признаться, и в Якутске не забыт. Елена Семеновна Новгородова ушла из жизни в ноябре 2012 года. Она похоронена на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, где покоится ее отец. Семен Андреевич заболел. Сырой ленинградский климат, напряженная работа, затем вынужденное отсутствие работы – все это незаметно подточило его здоровье. Мужа моего не стало. Жизнь сложилась так, что я одна растила свою дочь. Долгие годы я жила под обаянием личности моего мужа. В день его похорон за гробом Семена Андреевича шли его единомышленники, его добрые друзья, его коллеги. Среди них было много и тех, кто недавно, год назад, пировал на веселой свадьбе, не ведая об подстерегающем Семена Андреевича недуге. Академик Василий Владимирович Бартольд приехал совсем больной. Он тяжело волочил ногу, но шел проводить Семена Андреевича в последний путь. Пришел на похороны и Борис Яковлевич Владимирцев, известный монголист. Приехали из Москвы его друзья Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский, Семен Николаевич Донской, Кузьма Осипович Гаврилов и другие. Семен Андреевич Новгородов скончался в Ленинграде в рассвете творческих сил 28 февраля 1924 года. Ему было всего 32 года. Первого ученого-лингвиста народа Саха похоронили на Смоленском кладбище. На красных лентах венков, возложенных к его могиле, было начертано «Создателю якутской национальной письменности». Сложно сказать что-то новое, уже после ставших классикой исследовательских трудов, в которых авторы впервые ознакомили читателей с биографией ученого, подняли его уникальный архив, рассмотрели и изучили научное и художественное наследие Новгородова, обнародовали его эпистолярное наследие, проследили родословную ученого до 7-го колена. Да, это так. Но мы уверены, что каждое поколение благодарных потомков должно открыть для себя своего Новгородова, переосмыслить его жизнь, продолжить изучение его богатейшего научного наследия, которое все еще ждет своего пытливого аналитика.
Его короткая, но яркая жизнь – это путь первопроходца, и потому каждое поколение новых якутян должно пропустить через сердце жизнь великого представителя народа Саха, кого мы по праву называем из плеяды первых. Самое главное, мы очень рады, что год вот такого юбилея, 125-летнего юбилея Новгородова, как раз строится школа-сад в родном селе Балтумо. И хотим завершить эту работу вот до конца года. И школьники, дети, они будут учиться в новой современной школе вот в этом селе. Мы очень благодарны за Галиной Иннокентьевной Данчиковой, председателю вот, республиканской комиссии, также всем членам республиканской комиссии, которые нам очень помогли и сейчас помогают в проведении различных мероприятий. Особенно в этом участвовали Министерство образования, Управление образования нашего района. Все они очень активно участвовали во всех мероприятиях, организовали различные конкурсы, семинары, научно-практические конференции. Всем очень огромное спасибо, и мы желаем всем крепкого здоровья, дальнейшего сотрудничества, чтобы дело, сделанное Семеном Андреевичем Новгородовым, также продолжалось, его работа развивалась дальше.